связано столетие Алдана с темой сегодняшней моей лекции? Да, пожалуйста. Ну, связано с самым прямым образом, потому что именно с Алдана стартовала большая промышленность у нас в Якутии, индустриализация стартовала. И если в разных частях республики мы где-то празднуем День шахтера, День коневода, да, День журналиста, то в Алданском районе, в большинстве населенных пунктов люди празднуют праздник, который называется День металлурга. Дело в том, что металлургия стартовала именно в индустриальных масштабах оттуда. В целом, когда мы с вами говорим о металлургии, то металлургия это у нас, и кстати, равнозначно в русском языке используются два ударения, и металлургия, и металлургия является правильным с точки зрения русского языка. Вот это вопросы, касающиеся добычи руды и обработки металла. То есть на самом деле вот металлургия это отрасль хозяйства сейчас, это отрасль промышленности, которая в себя включает очень много стадий, очень много этапов. Так принято, что принято делить металлы с точки зрения того, как они участвуют в жизни человека, в деятельности человека. Их делят на черные металлы, к которым мы чаще всего с вами знаем, например, относится железо, и цветные металлы. Это там и титан, и вольфрам, и алюминий, и все, что, и все многие другие металлы. И по традиции мы отрасли металлургия относим черную и цветную металлургию. Есть такое простое деление. Соответственно, черная металлургия, она имеет дело со всем, что связано с черными металлами, а цветная металлургия с нечерными, либо цветными металлами. Понятно, что и то, и другое является, по сути, хлебом для всех отраслей промышленности. Все, что производит металлургия, это хлеб, из которого потом можно заниматься, производить все, что угодно. Главным образом, конечно, от металлургии сильно зависит машиностроение. Машиностроение – это то, что двигает развитие общества, создает новые возможности. Так вот, когда мы с вами говорим о металлургии, то это действительно большое число различных технологий. Вот сегодня семинар практики, он посвящен возрождению якутских традиций. Действительно, у разных народов были разные традиции. Они использовали разный горючий материал, который давал разную температуру. Они использовали разные по содержанию руды металлов, либо же нерудное происхождение металлов, тоже есть такое осадочное происхождение, так называемое, тоже железо. Оно может не только в руде находиться, откуда нам нужно извлекать и использовать различные технологии, но может быть и осадочного происхождения, например, из вод может осаждаться путем естественного выпарения. Вода уходит, соответственно, железо остается. И в каждом случае у каждого народа на каждой территории выработалась своя уникальная технология обработки, извлечения и обработки металла. И все те, кто здесь сегодня присутствует, я знаю, что присутствуют как минимум студенты двух наших колледжей, Якутский колледж технологии и дизайна и Якутский индустриально-педагогический колледж. Вы все так или иначе связаны с металлургией, потому что к металлургии относится не только, собственно, производство металлов, но относится, например, к металлургии как отдельный раздел, это гравировка на металле. Это тоже относится к металлургии, потому что, как правило, разные по плотности и по свойствам металлы, которые создаются по разным технологиям, нужно уметь их соединять между собой. Это очень тонкая работа. И также, например, к таким технологиям металлургии относится сварка. Сварка – это тоже технология, потому что нужно добиться таких свойств металла, сделать такие добавки, чтобы мы могли приспособить потом будущее изделие из этого металла под наши нужды. Будет ли это пустыня, будет ли это холодный климат, будет ли это влажный климат, будет ли это сухой климат, все это особенности. Идеальным примером традиций нашего народа Сака является якутский нож. В нем соединено очень много технологий. Вот все практически, которые я назвал, технологии, они там присутствуют в той или иной мере. Понятно, что
сейчас у нас с вами задача возродить традиции для того, чтобы не только ножи производить, не только какие-то изделия производить из сферы красоты, да, какие-то украшения производить, но и то, чтобы у нас в отрасль металлургии могли прийти молодые люди наши. Потому что металлургия, она дает возможности для развития многих других отраслей. Вот на самом деле, когда речь идет о металлургии как об отрасли промышленности, то любое предприятие относительно даже среднего масштаба производства ведет к тому, что возникает достаточно крупный населенный пункт. То есть металлургическое предприятие обозначает, что как минимум возникает населенный пункт с числом жителей 30-40 тысяч человек. Это крупная металлургия, крупное производство, которое зависит от целого ряда. Это и наличие близости сырья, это по ряду металлов зависит от наличия дешевых источников электроэнергии, и также важным является фактор транспортный, потому что для извлечения полезных компонентов из руды нужно очень много переработать горной породы. Для того, чтобы извлечь полезный компонент, понятно, что в связи с этим, с металлургией связано и то, что производится много отходов. Поэтому сырьем для металлургии, собственно, является не только сама руда, сам источник, откуда мы извлекаем полезный компонент, но сырьем для металлургии в больших масштабах является также и вторичное сырье. Вторсырье – это, соответственно, вторчермет, вторцветмет, в зависимости от того, что мы собираем. Соответственно, это все тоже получает вторую жизнь или третью жизнь, когда мы с вами его перерабатываем в новые изделия. Я сегодня хотел коротко, моя задача сделать такую вводную информацию, связанную с сегодняшней темой, поэтому я обозначил как тема малая металлургия, да, прошлое и настоящее. На самом деле, когда мы говорим о малой металлургии, то здесь есть несколько исторических моментов, которые я бы хотел отметить. Малая металлургия – это когда производство металла производится в небольших объемах, либо с использованием ограниченного объема сырья, где нет. И, соответственно, это производство может работать не круглогодично, может иметь ограниченный цикл работы по времени. Вот то, что мы с вами сегодня наблюдаем, и в конце дня вы увидите, да, вот тот продукт, сырье, который будет, значит, коллеги воспроизводят по старым технологиям, это как раз пример малой металлургии. Когда мы с вами под задачи, под целевую задачу произвести там определенные элементы утвари, изделия, произвести основу для того, чтобы можно было бы делать украшения, которые базируются на каких-то определенных традициях и определенном составе. Вот идет варка, производится сам металл. Вот это малая металлургия. Кроме того, малая металлургия, если мы с вами говорим вот, с точки зрения современного производства, то на каждом крупном машиностроительном предприятии, крупное предприятие, на котором что-то из металла делают, какие-то машины либо оборудование, всегда накапливается всегда есть цех, металлургический цех, который здесь же, рядом на предприятии, позволяет чинить либо производить определенные детали. И, наконец, к малой металлургии относится использование вторсырья, металлолома. Это тоже малая металлургия, потому что объемы вторчермета, понятно, они несравнимы с тем, что дает в первоначальном виде природа. Поэтому такие перерабатывающие производства, они строятся на тех территориях, на которых может отсутствовать, собственно, запасы руд, запасы полезных элементов, которые можно брать у природы, могут эти месторождения отсутствовать. Но есть, как вторичное месторождение, присутствует, значит, вот вторсырье металлолом. И из него производится. Понятно, что это совсем другие технологии, это не крупное производство на крупном металлургическом комбинате. Как правило, когда речь идет о металлургических предприятиях, речь идет о металлургических комбинатах, потому что связаны между собой очень крупные предприятия. Предприятия, связанные с добычей руды, с транспортировкой руды, с извлечением полезного элемента. И из современных технологий все чаще используются методы
то есть когда какие-то бактерии участвуют в извлечении полезного компонента, все больше и больше таких технологий появляется. И далее, значит, вот в большую металлургию входят различного рода добавки, которые мы используем для того, чтобы придать определенные свойства конечному продукту. Ну и наконец, вы, наверное, знаете о том, что если речь идет о полном цикле металлургического производства, тогда мы с вами из руды последовательно получаем чугун как основу, потом мы из чугуна с вами получаем сталь с определенными свойствами, и потом из стали мы с вами получаем прокат. Что такое прокат? Это готовый продукт, которому придается определенная форма, определенная толщина из стали. Соответственно, мы получаем, например, прокат в виде трубы, прокат в виде рельса, там, прокат в виде просто листовой прокат, в конце концов, и который мы сможем с вами использовать в различных производствах и, например, в строительстве очень активно можем использовать. Ну и, конечно, я здесь не могу не упомянуть из истории малой металлургии. Я здесь вот, тоже себе выписал. Малая металлургия с китайского переводится как земляные плавильные печи. В свое время такой термин был придуман в Китае, и в 1958-1962 году, ну это в основном знают наши бабушки, дедушки, старшее поколение, они это изучали в школах. В 1958-1962 году Китай предпринял так называемую кампанию «Большой скачок», они это назвали. То есть они хотели перейти к индустриализации. Что сделало правительство Китая на тот момент? Мао Цзэдун. Они раздали каждой семье китайской по мешку угля, раздали каждой семье китайской по мешку железной руды и дали задание. Страна нуждается в вас. Мы не успеваем построить крупные предприятия, у нас нет электроэнергии достаточно, чтобы были крупные предприятия. У нас нет дорог, чтобы мы могли это сырье развести, потом произвести. И каждая семья выполнила эту задачу. Семьи китайские в своих дворах построили доменные печи, примерно такая же печь, которую мы сейчас используем здесь в рамках эксперимента. И к концу года каждая семья дала продукцию в виде чугуна. Но это, конечно, проект был провален. Хотя они этим занимались долго, многие люди пострадали, были репрессированы за то, что не могли это сделать, либо не в достаточном количестве. Потому что качество чугуна было очень разным. Оно не соответствовало требованиям промышленности. И по сути, энергия людей, затраты электроэнергии, сожженный уголь, загрязнение окружающей среды, они оказались безрезультатными, без конечного результата. Страна, потом это Китай, они все это собирали и потом просто использовали как вторсырье, как металлолом после того, как Советский Союз, мы с вами помогли китайцам построить современную металлургию. И вообще наша страна, мы лидерами являемся в мире по металлургии многие столетия уже, и значительная часть стран мира, такие как Китайская Народная Республика, как Индия, самые крупные страны в мире, как Египет, у них крупнейшие и современные предприятия построены нашими с вами соотечественниками. И, в принципе, эти технологии продолжаются. И вот мы из нашей республики также, ребята, регулярно поступают в вузы, которые связаны с металлургией, но понятно, что на территории республики реализовать себя как металлурга очень сложно. Были производства у нас отдельные, связанные с цветной металлургией, связанные в основном были с производством значит, различных изделий из цветных металлов и из золота. В частности, это Нижний Куранавский ювелирный завод, еще ряд предприятий, которые производили очень высококачественную продукцию, совсем еще недавно это было. Но очень много факторов, связанных с ценами, с ценовой политикой. Поэтому сейчас вот у Якутии задача. Мы с вами взяли на себя эту роль, и у нас она получается, это роль такой креативной столицы креативных индустрий Дальнего Востока, и около 75% всей экспортной продукции дальневосточных регионов России связаны
отраслями, она приходится на одну нашу республику. Вот в этом месяце совсем скоро состоится открытие, например, квартала труда, да, такой центр креативных индустрий. Но мы видим, что этого мало. Например, для колледжа технологии и дизайна, который у нас, вот мы ожидаем, что очень скоро сменит свое название, и он на самом деле в содержательном плане должен измениться в ближайшие несколько лет. Это вот связано с тем, что мы хотим, чтобы результат наших традиций, он нам приносил дополнительный доход, создавал прибавочный продукт дополнительный, связанный с тем, что мы свой интеллект, свои традиции вкладываем, и это реализуем на российском и на мировом рынке. Поэтому, когда вот сегодня у вас будет целый ряд лекций, и коротких, и более длинных, да, где-то с историческими экскурсами, я просто предваряя их, хочу сказать, что на самом деле у местных жителей, у народа Саха были очень серьезные традиции металлургии. И это можно подтвердить тем, что когда город Якутск стал примерно на 1,5 века, стал столицей великих географических открытий, потому что более 100 известнейших путешественников мира и России свой старт брали из города Якутска, чтобы открыть Камчатку, открыть Чукотку, открыть Преамурье, открыть Аляску. Они все шли через Якутск. Но одной из причин, кроме чисто таких факторов, что Якутск был центром, здесь крупной территории российской, как центром управления, это то, что здесь были найдены возможности ремонта и малой металлургии. Потому что те, кто плавал, те, кто ехал, им нужно было ремонтировать якоря, нужно было ремонтировать утварь, нужно было ремонтировать ружья. Для этого нужно было производить детали. Произвести детали на ружьях, которые произведены в Москве, либо в Туле, либо в Париже, либо в Лондоне, в тех условиях, ну представьте себе, это потратить 1 год. Это надо без бездорожья отправить все это туда, где было произведено, сделать и обратно вернуть. Это больше года только на это ушло. Поэтому вот все эти экспедиции, которые у нас базировались в Якутске, они использовали как раз таланты местных умельцев. Иногда с собой привозили, естественно, кузнецов вместе в экспедициях, но без местных жителей, без того, чтобы им показали, где есть руда, какими свойствами она обладает, при какой температуре ее нужно плавить, какой там процент содержания железа. Без этих знаний, естественно, так не смогли бы все это производить. Поэтому, если вот обобщить, малая металлургия в Якутии, она имеет очень хорошее прошлое, очень значимое, ну и вместе с вами, мы надеемся, будет иметь хорошее будущее. И не только вот тот блок, который рассматривается в рамках семинара практикума, но и хорошее будущее, потому что, еще раз напомню, что в металлургию естественной частью входит и сварка, сварочный процесс. А сварочные технологии в условиях холодных температур, экстремально холодного климата, это уникальные технологии, это технологии, как говорят, космические. Потому что подобные условия, в которых мы с вами проживаем, они характерны для значительной части космоса. Когда мы с вами, значит, ну там это постоянно, они в таких условиях проживают, люди, которые выходят в открытый космос, летают туда работать. А мы с вами все-таки имеем передышку в виде лета, когда мы с вами можем запастись сырьем, что-то сделать полезное и быть готовыми дальше работать. Поэтому всем присутствующим студентам желаю хорошо учиться, перенимать традиции, навыки предков и, конечно, думать, как можно это использовать для вашей профессии, для вашей специальности, для вашего вида деятельности. Поэтому для вас сегодня целый день будут эти встречи, несколько лекций. Надеюсь, что они вам будут полезны для вашего развития. Спасибо. И от наших студентов за лекцию содержательную, интересную мы вам дарим тепло рук наших студентов. Подарок. У нас семинар практикум продолжается по времени расположенного. Ага. Без 5 час мода, вот где беременный.
вот это я, когда осталось время, как репетиция генеральная, а сейчас вот с часу показ МОД, потом еще никуда не уходим, потом еще до 2:40 будет вторая лекция, потом уже выход Грицы, потом лотерея. Вот, поэтому целый день здесь. Хорошо? Так, теперь микрофон. Елена Владимировна, модуларка Веровинги. Там внизу буфет работает? Ага. Так, все. Театр мод готово, да? Начинаем. Айка, помаши мне, пожалуйста. Готово? Все. Девушки Чукотки, Эмикийки, Югагирки и девушки-долганки в современных костюмах передана традиционная цветовая ткань. Сохранены элементы традиционной одежды женщин народа, заселяющих наш мир.
смотрится интересно. Этот стиль прекрасен своей элегантностью и необычностью. Источником вдохновения является Дальний пути, пурга, туманы и мороз, а также северные народы, которые живут на территории республики Саха. Прекрасно дополняет одежду, декор, ведущий, а также декламированный способ расширения. Так, дорогие мои, а сейчас пока девочки будут переодеваться, чтобы показать нам ювелирные изделия, давайте все дружненько повернемся сюда. И студент первого курса Егор сейчас нам проведет викторину. Давайте сюда поворачиваемся, дружненько. Никто никуда не расходится. Макаров особенно стоит, принимаем активное участие. Добрый день, уважаемые студенты и учителя. Как уже поняли, меня зовут Егор, и сегодня я проведу вам уже вторую по счету викторину. На этот раз эта викторина будет на русском языке. Ну что ж, давайте начнем. И первый вопрос: что изображено в центре круга государственном гербе на республике Саха-Якутия? Давайте вот выше. А можешь немного погромче? Давай я подойду тебе. Молодец. Первый вопрос. На первый вопрос ответили правильно. Попрошу. Давайте друг друга поддержим. Попрошу включить второй слайд. Пожалуйста, еще. Следующий. Назовите главную реку республики. Так, кто поднял первую руку? Я вижу, вот это Вячеслав с моей группы. Молодец. И следующий слайд. Назовите самый маленький город России, находящийся в Якутии.
Кому жду правильные ответы, поднимайте руки. Попрошу вас быть активнее. Да. Неправильно. Кому еще по этой теме, может, кто знает ответ? Неправильно. Ну же, ребят. Вот, вижу плотные руки. Очень маленькая рука. Так, у меня теперь резонный вопрос. Откуда вы нашли ответы? Так, нам не отказались отвечать. Ну что ж, на ответ верно, наверное. Все правильно. Он был основан в 1638 году. Представьте, сколько внимания ему уделили. Ну, попрошу следующий слайд, пожалуйста, следующий вопрос. Где в Якутии открыта геофизическая обсерватория? Кто знает, ребята? Вот еще одна рука поднимет. Молодец. Правильный ответ. Ваня. Извиняемся. Тикси. Неправильно оказывается ответ. Извиняюсь за дезинформацию. Так, следующий вопрос. Где находится музей Мамонта? Ну, на этот вопрос, я думаю, все уже должны знать ответ. Ждем поднятую руку. Ты поднял свою руку. Якутск, Севастополь. И это, я искренне надеюсь, что это правильный ответ. Пожалуйста, следующий слайд. Якутский, все верно. Ну, это уже все знают, это очень простой вопрос. Какой театр Якутска носит имя река Сивцева Соломон Павловна? И где оно находится? На какой улице? Театр, которые говорят одно. Добрая девочка, конечно, прям знает все. Сейчас проверим.
Этот ответ был правильный, это государственная тема. Верно. Представители каких коренных малочисленных народов севера проживают в Якутии? Ну, это тоже, я думаю, очень легкий вопрос. Да? Вот вижу очень высокую руку. Понимаем. К сожалению, этот вопрос уже. Предпоследний вопрос назови два полюса Волга, Якутии и Евразии. Это же вопрос возрастной. Жду руки. Вот кто-нибудь знает. Вижу руку, да. Активнее участвуем, дорогие мои. Вопросы-то несложные. Готовы ответить? Не готовы, да? Евгений, может быть? Корон, чуть-чуть там полную музыку пустить, чтобы тишины не было. Тикси и Аляска, вот такой вот ответ. К сожалению, он неправильный. И сейчас мы, то есть я задаю вам последний вопрос. Это викторине. Попрошу переключить. Но на этот вопрос уже все ответили. Прекрасно. Шикарно. Что ж, это был последний вопрос. Я надеюсь, что вам было интересно участвовать. Спасибо нашему Егору, студент первого курса ГПИ. Так, дорогие мои, сегодня у нас очень интересное мероприятие. Попрошу еще раз повернуться последний раз туда. И показ наш модели четвертой. Молодцы все, спасибо за понимание. Город четвертая коллектив. А сейчас вашему вниманию представляю четвертую коллекцию. Город. Погромче. Данная коллекция создана в университете, создана студентами нашего колледжа. С самых ранних времен украшения были показателем искусства и искусства.
Уважаемые зрители, вас ожидает буфет на первом этаже, да? И не забываем, что с 2 часов у нас начинается тут лекция. На первом этаже могут нарисовать ваш портрет всего лишь за 50 рублей наши студенты старших курсов. Проводятся мастер-классы. Не забываем обратно возвращаться. Спасибо. Так, модели, пожалуйста, выйдите на сцену для общего фотографирования. Все 4 коллекции. Айда, жду. Так, модели полукругом красиво стоим.